Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Казахстан. Первый казахстанский модельер, ворвавшийся на мировой модный рынок, дизайнер, художник, стилист, руководитель собственного дома моды Куралай. Ее клиентами являются многие казахстанские и зарубежные знаменитости. Идеальное воплощение многогранной личности. В студии программы «Жаңа ой» Куралай Нуркадилова. Куралай, добро пожаловать в студию проекта «Жаңа ой». Ваше имя давно стало брендом. Вас знают даже те, кто далек от фэшн-индустрии. Как вы считаете, вообще считаете ли вы себя ветераном отечественной моды? Как только меня не называли аксакалом фэшн-индустрии, и ветераном, кем только это, и легендой. Поэтому, это все хорошо, и, в принципе, я считаю, что почему нет. Наверное, любая другая девчонка, например, которая мечтала бы что-то значительное сделать, значимое, в жизни вообще страны и для себя, то есть не девчонка даже, а даже те регалии, те заслуги, которые я сделала, в принципе, они были даже наравне и очень мужчин, к примеру, то есть и даже в Москве, то есть меня сравнивали и с Бекмамбетовым, и с Батором. То есть наряду ставили, поэтому для меня это, конечно, честь. Среди молодежи много тех, кто только начал развивать свой бренд. Вот посоветуйте, пожалуйста, как сделать из своего имени бренд? Несколько шагов есть для этого. То есть, если имя классическое, имя и фамилия, то нужно что-то, какую-то приставку, к примеру, или же что-то такое, или под, как говорится, текстом, который связывать будет с вами, что-то необычное. Далее человеку, чтобы сделать себя брендом, нужно создать какую-то историю или легенду. Она может быть естественно, то есть в этой жизни создана, то есть что-то с человеком было. То есть это своего рода сторителлинг. Правильно я вас понимаю? Сторителлинг, и еще, это обязательный, то есть человек, может об этом рассказывать в своих рилсах или на видео или в прямых эфирах, время от времени он может к этому возвращаться, чтобы как показать, что, особенно подкупает, когда я из народа. Жизнь в социальных сетях, по сути, является лакмусовой бумажкой общества. Я знаю, что вы тоже достаточно активны в социальных сетях, я на вас подписана. Насколько отражают эти ваши фотографии, посты, вашу реальную жизнь и состояние вашей души? Не совсем, сразу скажу, полностью раскрывает меня. Почему? Потому как все-таки я с детства в такой необычной семье, то есть мой отец известный политик, и многое приходилось, не то что замалчивать, не раскрывать. Немногое я могла говорить долгие годы. И я находила другие пути, каким образом доносить информацию, каким образом себя позиционировать. Поэтому семейные какие-то вопросы, к примеру, моя личная жизнь, она очень много остается за кадром. То есть я в жизни намного могу быть проще или естественнее, раскрытой быть, к примеру, для друзей, для близких, о чем я говорю. Это, конечно, не говорит о том, что я картинка какая-то. Нет. Недоступная личность, Да, и не то, что недоступная личность, а говорит о том, что я очень разносторонняя. То есть и все грани мои, конечно, не раскрыты. И то, что сделал даже мой отец, это с лихвой хватит еще на 2-3 поколения вперед. Поэтому мы так, я такая говорю: дети, давайте, вы живите для себя. Потому что я лично для себя считаю, что большую часть своей жизни не жила. Я жила для страны, патриотизм, общественная жизнь, социальная, но очень мало уделяла для себя. Только начинаю жить для себя. Говоря о психологии, вы только что затронули тему психологии. Я знаю, что кроме дизайнерской деятельности вы успешно освоили вторую профессию – это психология. Решением каких психологических проблем вы занимаетесь, и правда ли, что вы являетесь, точнее позиционируете себя психологом долларовых миллионеров?
Такая информация есть в интернете. Да, это есть. Да. Причем, кстати, некоторые приехали сюда. То есть с некоторыми я работала онлайн, они уже приехали, мы воочию познакомились. Вы имеете в виду миллионеров? Миллионеры, да. Да. То есть как бы это молодые люди, которые сделали на трейдерстве или же, ну, например, там кто-то на биткоинах, кто-то реально заработал, очень интересные проекты создал и заработал деньги, они инвесторы уже какие-то. То есть я с ними просто дружу. Почему они именно к вам обращаются? Вот как вы думаете? Рекомендуют. То есть так получилось, что я с одним работала, я ставила себе задачу, я сразу говорю о том, что я умею мечтать, я знаю, что такое достигать. Свои там 52 я могу сказать о том, что просто огроменный опыт и мой собственный. Колоссальный опыт, да. Вот. И поэтому я знаю, что такое там править, управлять заводами, пароходами, да. Наверняка изучение психологии помогает вам в воспитании детей. Они у вас взрослые, да? Чем сейчас занимается ваш сын взрослый и 2 дочерей? Тьфу-тьфу, вот самая лучшая, наверное, регалия моя и достижение среди всех огромных — это мама. То есть я вижу результат, причем, да, значит, с 90-го года я изучала и воспитание детей, то есть смотрела, брала самое лучшее, фильтровала даже и воспитание из разных национальностей. И я убедилась, что с первого момента, как я взяла ребенка на руки, то, как я с ним разговаривала, то, как я там, например, там, уважение друг к другу, да, уважение к его личности, к его времени, к его пространству, то же самое уважение к моему времени, пространству, поэтому они очень уважительно относятся к тому, что я отдыхаю, да, они в это время будут тихо своими делами заниматься, если они маленькие были, к примеру, да, там к люльке бежать не надо сразу, как ребенок проснулся, потому что иначе он думает, что это опасно, и тут лежать, раз уж мама схватила, а тут бабушки, ой-ой-ой, понимаете, вот это вот. И, в общем, работаешь иногда вот этой перелюбленностью даже или недолюбленностью. А как быть мамам детей-подростков? Вот третья только вот дочка у меня, вот третий ребенок, просто вот дала мне немножко прикурить во время подросткового. Она сейчас тинейджер? Но нет, ей 18 уже, она уже такая взросленькая, ой, она вообще просто... И они все в осознанности. То есть дети в осознанности, и у нас есть диалог. Сын, он сейчас успешный бизнесмен, и я довольна тем, как он себя позиционирует. Очень похож на моего отца, на своего деда. Просто, я иногда просто поражаюсь. И внешне. И как он говорит, и вот эта справедливость, и вот эта порядочность, честность. Вот, то есть он... То есть он, ой, там вообще просто так, это как будто бы я мама еврейка такая, ха-ха-ха. А мечтаете о внуках? Пора, я это не отрицаю, но все-таки есть же определенные, как это, цикличность жизни, то есть и отрицать такие вещи, ну, никак нельзя. Но это, во-первых, открывает дорогу и подсознательно у моих детей, и они с удовольствием будут рожать своих детей, поэтому это правильно. Раз уж мы начали разговор о детях, о молодом поколении, можете в нескольких словах охарактеризовать молодежь, вот, да, современную молодежь? Очень открытая. Проблема отцов и детей, да, существует. Знаете, меньше, чем у нас. Она в осознанности, вот именно новое поколение в осознанности, они могут говорить о своих хотелках. Но, скажу как психолог, старше 55-57 лет уже взрослые, костные, консервативные, очень тяжело идут на изменения. Их уже надо принимать такие, какие они есть. Единственное, что только, конечно, мобильность жизни не дает возможности уметь терпеть где-то до результата. То есть иногда не хватает или многозадачности, или долгосрочных проектов развивать. То есть у них не хватает терпения. И фильмы были другие. А сейчас все клипово. Тикток клиповый. Такой 2 секунды, 5 секунд, зацепил, нет, да, там 15, 30. Все рассчитано на визуализацию. Визуализация больше, да, им нужно, вот, чтобы они видели. Куралай, давайте вернемся к теме вашей основной профессии, да. Модных событий в казахстанской фэшн-индустрии не так много, вы, наверное, согласитесь с этим. И отсутствие работы у моделей в основном связывают с тем, что у нас не хватает
одежды от казахстанских модельеров. Вы согласны с этим мнением? Если раньше, да, показы, нужно трансформироваться в новый формат. То есть, если, например, кто-то из стариков говорит, там, к примеру, да, звезд, что типа, ой, что там молодежи вообще там, она вообще никогда там, как это, еще ничего в этой жизни не проживала, таких тяжелых там, к примеру, там, конкурсов, огромных поездок, значит, этих фестивалей, а тут уже просто вот в Инстаграме выставил и стал звездой, объявил себя, к примеру, дизайнером или певцом, да, к примеру. Да ради бога, если ты умеешь себя пиарить, если ты умеешь себя позиционировать через ТикТок, через что угодно, да ты тоже лови новую волну, не будь стариком. К примеру, там сказать, что я дизайнер, реально. Стандарты были другие. Чтобы называться кутюром, почти 100% должна была быть ручная работа. Сейчас, чтобы написать себе кутюр, вообще нет проблем, да. Выставил там Бейонсе, якобы я ее одел, а на самом деле ты ее не одевал, просто скачал фото. Вот те, которые хотят быть моделями, я всегда этим девочкам говорила, сколько девочек выросло у меня и за границу, и просто так, вообще как личности. Да. Я говорила, это очень короткий путь. Это нужно чисто для вас, как для девушки, чтобы научиться ходить, фотографироваться, да, там, и так далее, да? Да. Чисто для вас больше. То есть это как вот бабочка такая вспыхнула, это не как основная профессия, не рассматривайте, потому что вы должны, ну, это очень коротко. И сгорите, если вы захотите быть звездой, а потом завтра вас не будут узнавать на улице, потому что вы повзрослели. Ох, это ужасно. Поэтому берите образование, занимайтесь там развитием своей личности, еще в другом профессию какую-то еще обретайте. Просто выходите замуж. Будьте счастливы. Куралай, на мой взгляд, вы тот профессионал, который точно знает, как надо представлять страну на международной арене. Да? Ваш дом моды Куралай не раз представлял свою линию одежды во многих мировых событиях, да? Международных событиях. Как вы думаете, вот сейчас мы на стадии трансформации, да, общества, трансформации страны. Как нужно в дальнейшем развивать нашу текстильную промышленность? Потому что не все, нужно признать это факт, не все люди могут носить одежду от дизайнеров. Да? Это дорого, это недоступно, может казаться кому-то. Да? А здесь вот я бы хотела ваше мнение знать, вот как нужно наладить массовое производство, чтобы вот Made in Казахстан, он был повсеместно? Сразу скажу о том, что вопрос разделяется на две такие как бы части, категории: дизайнеры и производство. Да. Легкая промышленность, которая нелегкая. Это несовместимые понятия? Знаете, пока в Казахстане нет, к сожалению. Да. То есть сами по себе производства работают, непонятно для кого шьют, непонятно для кого создают там некрасивую обувь, бывает, да, я не скажу про всех, есть уже хорошие, но они массово создают. И то, что массово создают, не всегда интересно. И самый перегиб и плохо то, что в них, что они создают свои вот эти заводы, то есть фабрики, да и многие заводы даже, те же самые, пусть там медицинское, какое угодно, надеясь на тендера. И думают, что вот это вот как только у них стратегия, я буду получать тендера, и получается так, что это тендера выигрывать не так просто, куча препятствий документальных, каких угодно, любых. Да, и эти заводы и фабрики открываются, инвестиции туда уходят, и в минус уходят они потому, что только держатся на этой теме. Вот что портит у самого дизайнера, это порой вот это вот, да, вот я творческий человек и свои идеи никому давать не буду. В последнее время, например, упростила все. Если у меня был крупный заказ, мне не обязательно было держать все время этот завод или эту фабрику, да, или что-то, да. То есть я работала с постоянными, например, представителями. Я в Швейцарии увидела эту систему, когда просто есть дизайнерская студия, в котором ты создаешь, есть отдел маркетинга и продаж, которая берет заказы, и вот я так на крупных заказах вот так вот и работала. И не каждый дизайнер, теперь возьмем дизайнеров, может справиться с себестоимостью
то есть создать его маленькую цену, чтобы дать в итоге цену продажную, розничную. Не все умеют калькулятивно, не умеют считать, финансовой грамотности не хватает, экономических каких-то знаний, умение договариваться с те, кто создают это, да, надо платить тому за ручную работу, за ткани, а везде каждая копейка важна. И это нужно отрабатывать. И я отрабатывала, начиная от поставщиков, заканчивая до конечного там, да, менеджера, который там по продажам, к примеру. То есть поэтому, почему онлайн у меня продавалось все очень там за копейки, там, да, от 3-500 кепки, но очень хорошего качества. И по миру уже они расходились. Потому что я знала, как создавать эту себестоимость. Но все же мы увидим на прилавках, рынках, я думаю, одежду что Made in Казахстан. Некоторых мы уже видим. 12-15 тысяч, например, могут быть спортивки, такие классные свитшоты или худи с принтами очень стильными, к примеру. Вот, и хорошее качество пошива. Куралай, а может есть необходимость коллаборации между дизайнерами? Может тогда все так это от дизайнеров должно идти. Если дизайнер там, тешит свое самолюбие, то есть вот это, что портит вообще дизайнера, да, он все умер. Считайте, что если он доволен своей последней работой, к примеру, там, мой показ был самый там, понимаете, я всегда говорила, этот показ он произошел, фурор произошел, но я могу круче. Да. Понимаете, вот тогда он будет расти. Считаете ли вы изменения в обществе, вот трансформацию, да, началом чего-то нового, началом вступления в новый Казахстан? Знаете, я надеюсь... В правильном мы направлении идем? Я думаю, да. Это не за один день все это может происходить, потому что людям так хочется, понимаете, так быстро. Адам асгат. Алла тек қана Алла асықпайды, да? Бәрін орнына қойғызады. Там, сдвигая песчинки, сдвигаешь холмы, а потом горы, да? Я делала так, когда, начинала там фэшн-индустрия. Например, возьмем даже этот пример, да, мы все-таки об этом говорим. Да. Не было же тогда дизайнеров. Вообще такого понятия не было такого вообще. Да. Итальянский дизайнер, американский дизайнер, да, был, но чтобы российский, украинский, казахстанский не было. Это вот почему я и за границу-то выезжала, чтобы показать, что он есть, что мы есть. Понимаете, вот тогда сейчас легко позиционировать. Я думаю, у вас это получилось. Благодаря вам о нас узнали, первая миссия. О нас говорили. Да. Первая миссия моя получилась. Маленькими шажками. Давайте вместе. Я верю в хорошее. Как найти свою нишу в профессии? Да, это вот первый вопрос. И второй вопрос. Как определить, что человек, с которым ты дружишь, с которым ты общаешься, возможно, которого ты полюбил, это твой спутник жизни? У нас бывает, люди начинают бежать за модными трендами, фишками. Модно салон красоты открывать, все салон красоты побежали. Это его, не его, будет ли он этим жить, да, еще тот вопрос. Или же многие, вроде бы, папа сказал, там мама сказала, образование получить, работает бухгалтером или банкиром. Вот, бросает успешную уже карьеру и заработок хороший, и начинают себя обнулять, и пытаются набрать новый навык, новый опыт. Но на то, чтобы навык, опыт, да, вначале знания период, а потом навык. То есть уходит время. То есть обнулил себя, и что дальше? О чем мне дальше делать? Да? То есть самое главное, никогда не обнуляйте то, что у вас в жизни есть. Не выбирайте или то. Успешный человек выбирает и то. И найдите то, что вам нравится. Вот вы были банкиром, а там что-то вы делали как оратор, или как там организатор, или еще что-то. У вас это получалось. Или вы системщик классный, или там вы человек выгода. То есть найдите в себе эти плюсы, а у нас начинают копаться в слабостях. То есть сильные стороны найдите, преимущества свои найдите, их взращивайте. Второй вопрос про личную жизнь. Это уже сложнее, да? Это сложнее. Знаете, вот со своим человеком очень просто и легко. Это сразу понятно. Сразу понятно. Мой. То есть в плане того, что с ним понятно все в плане и разговора несложно. То есть, что вот в выборе профессии, да, предназначения, икигая, там иногда идут против течения.
То же самое там иногда бывает, идут против течения. В отношениях, к примеру, если вдруг вы чувствуете где-то красные флажки, они прям мигают, прямо вот так вот они такие, или лампочки, да, блин, что-то где-то здесь вот я чувствую опасность, здесь где-то не так, с ним не сращивается тут, блин, вы чувствуете, не тяните время, честно себе признайте, что это, возможно, не тот человек. И ему, этому человеку тоже признайтесь, экономьте его тоже время. А если вы, как мужчина, видите, что вы с этой девушкой не получится, биологически ее часы уважайте. Оставьте ее, отпустите ее правильно. Лучше пусть это будет с надрывом, но завтра она скажет спасибо. Да, за то, что не украл годы. За то, что не украл, да, и время, и годы. Многие девушки, к примеру, бывает, или же парни, играют одну роль во время конфетно-букетного периода, а потом бац, и совсем по-другому. Да? Совсем другое лицо, совсем другая личность. И этому, тому, кто вроде бы пытался вот эту вот картинку создавать, ему сложнее, потому что он уже там не может быть играть все время. Ему сложнее становится, и он такой... Блин, ну вот я не такая терпеливая, как казалось. Или же я не люблю рыбалку, да, как там тебе хочется. Как говорится, қыздардың құлағына алтын сырға, да, вовремя выходить замуж, вовремя рожать, вовремя делать карьеру, все это нужно все успевайте. И причем, значит, что молодежь об этом уже многие знают, ЗОЖ и так далее, культ тела. Это обалденно. Тот, кто об этом, значит, думает, вам скажу, результат будет офигенный. Я в свои 52 выгляжу просто, со своим здоровьем уже, тем результатом, который есть. Великолепно. Ну, я прям восхищаюсь вашим результатом, и действительно вы прекрасно выглядите. Рахмет. Құралай, наш проект «Жанауой» — это медиапродукт Казахско-американского университета. Наши студенты, обучающиеся по специальности журналистика, подготовили для вас блиц-интервью. Ваша задача — выбрать один из понравившихся ответов. Құралай Заманбековна, мода – это состояние души или следование трендам? Состояние души. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Нет. Ваш цвет красный или белый? Ого, и красный, и белый. Честность – это достоинство или недостаток? Неоднозначный ответ могу сказать. Любви все возрасты покорны. Согласны с этим утверждением или нет? Конечно. Одежда красит человека или человек одежду? Человек одежду. По отношению к ребенку надо быть другом или родителем? И другом, и родителем. Фамилия в вашем случае помогает или мешает? Раньше мешала, сейчас помогает. Какой отдых ближе к душе, спокойный или активный? Активный. Что чаще всего предпочитаете делать на кухне? Кушать или готовить? И то, и то. Құралай, вы действительно сильная женщина с волевым характером, нестандартным мышлением и очень добрым сердцем. Перед тем, как вручить наш небольшой презент «Бюст Абая», я бы хотела процитировать великого поэта: «Воспитывай волю, это броня, сохраняющая разум». Вам удалось сохранить и волю, и разум. Благодаря силе духа вы достигли многого в жизни. И самое главное, сохранили в себе человечность, за что вам огромная благодарность от нашего проекта «Жанауой». Спасибо большое. Я поставлю его в библиотеке, там, где книги, там, где мои тоже дети любят читать книги, однозначно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Друзья, подписывайтесь на наш канал Каумедиа, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске нашего проекта. Жаңа оймен, жаңа Қазақстанды құрайық.